Сразу после пресс-конференции представители Общественной палаты России проверили ряд общественных территорий. Первым делом они направились в селение Троицкое, в Центральный парк. Здесь эксперты оценили качество объекта, благоустроенного в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Можно же использовать там где-то древесную щепу, где-то специальную крошку, которая специальный песок, который мягко, ровно и безопасно. Одна из ключевых задач федерального проекта «Комфортная городская среда» – повышение комфорта уровня жизни. После благоустройства этой территории здесь провели освещение, установили скамейки, обустроили зоны отдыха и спорта. Работы еще ведутся. Также на данной территории, как мы сегодня увидели, уже установлены проведены некоторые виды работ. И я думаю, где-то недели через две будут завершены эти работы. То есть ограждение готово, оно сушится у нас, как видите, фундамент они залиты, покрашены, частично будут они тоже дорабатываться. Ну и согласно сметной стоимости, которая у нас проведена и согласована с Минстроем Республики Ингушетия, данные работы будут завершены в течение 2 недель. После проверки все недочеты были взяты на контроль членами комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам. Общественники будут следить за их устранением. В целом обстановка рабочая. Мы максимально с коллегами пытаемся дать те нужные экспертные рекомендации. И наша задача, чтобы посмотреть, поговорить с сообществами, чтобы они вовлекались во все процессы изменения территории, города, в принципе развития Ингушетии, включались во все процессы от проекта до реализации и общественного контроля. Следующей точкой маршрута стала проверка парка семейного отдыха и новой аллеи в Сунже, открытие которой планируется к столетию образования государственности республики. Здесь работы практически на завершающем этапе. Школы есть, для детей есть место отдыха есть. Ну и пространство доступности, и самое главное водоем, которых очень мало. Да. Скорая помощь там дальше. И в общем вот этот весь кластер, он оказался очень удачным решением. Взаимодополняют все эти объекты. Но самое главное, что люди это оценят максимально на высоком уровне, потому что комфортная городская среда – это приоритет сегодня для уровня и качества жизни. Примечательно, что на большинстве общественных участков обеспечены порядок и чистота. Тем не менее, местной администрации следует уделить пристальное внимание на съезды для маломобильных граждан. На пешеходных зонах подвели итоги члены Общественной палаты. Мне действительно все очень у вас понравилось. Мы были сегодня и на площадке в городе Суджа, и на мосту, и вот здесь сегодня, в зоне притяжения людей. Замечание, конечно же, у меня лично по доступной среде, потому что в некоторых моментах она не учитывается, не замечается. Доступная среда, она не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но это и для, в первую очередь, мам с колясками, с детскими, для самих ребятишек. Маленькому ребенку, например, до 3 лет сложно поднять на высокий бордюр ногу. Если мы говорим о временно потерявших трудоспособность, о пожилых людях, о людях с избыточным и лишним весом, для всех доступная среда гораздо будет удобнее. Напомним, такую проверку представители Общественной палаты Российской Федерации провели в рамках нулевого дня форума Содружества величия России, сохранения наследия и многовековых традиций. Хава Гагиева, Мухаммад Индиев, Магаз 24.